Слова поздравления и искренние пожелания. Их сегодня получают работники сферы прекрасного. В ДК их столицы чествовали заслуженных деятелей культуры. Помимо праздничной программы, в торжественной обстановке наградили отличившихся сотрудников, а также победителей республиканского конкурса. Обо всем по порядку в сюжете Ибрахима Цароева. День работника культуры – это такой день в году, когда все работники культуры собираются во Дворце культуры, культурно массово поздравляют друг друга. Сегодня повод особый, юбилейный, четвертьвековой. Поздравить юбиляров в ДК Назрани с подарками, званиями и грамотами пришел и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Кстати, о ДК. Значительного эффекта в развитии культуры ожидают в ближайшем будущем с введением в эксплуатацию новых учреждений, домов культуры в сельских поселениях и районных центрах региона. Каких результатов добились мы за один год? То есть это только один год из 25, когда мы сдали 9 объектов культуры, построили. То есть это крупный рывок вперед. В поздравительной речи Юнусбек Евкуров высказывает надежды и опасения. Глава региона признается, что когда-то немало думал о подготовке наших коллективов к выступлению на главных площадках Федерации. Надеялся, и надежды оправдались. Когда мы первый раз организовывали концерты в Кремле, в Кремлевском дворце, я помню сомнения на такой высокий уровень. И сейчас для нас это в порядке вещей. Один раз в год, как минимум, проводить концертные площадки в Кремлевском дворце. Культура лишь тогда культура, когда становится достоянием масс. Мы впитываем национальный колорит с молоком матери и воспитанием еще с колыбели. А в мире о нас узнают благодаря нашим прославленным коллективам. У нас самое главное, появилась эта возможность благодаря тому, что все эти годы мы постепенно, поступательно шли вперед. То есть и в плане подготовки кадров, и в плане развития отдельных видов искусств. А сейчас это все соединилось воедино, в один организм, и это начинает работать. Но сила нашей культуры не столько в этих гастролях, сколько в достойных и одаренных представителях нации, которые на концерты выезжают, но возвращаются в регион развивать и передавать опыт следующим поколениям. Алихан Тимурзиев достоин. Четверть века он в гармонии с собой и гармонию задает темп. Ярый враг фонограммы, он не представляет ингушский танец без живого сопровождения. Конечно, когда играет оркестр, вот наш, например, государственного ансамбля, оркестр, когда играет живую, и зритель доволен, и артист хорошо танцует, то есть мы его зажигаем, и все в наших руках бывает. Те же чувства уважения вызывают